Колокольчик середины XIX века сегодня экспонат Ленского историко-краеведческого музея, напоминающий современникам об истории ямщиков. А когда-то он выполнял более продуктивные задачи. Именно такие колокольчики вешали на лошадей, и местные жители по их звону узнавали о приближающейся упряжке ямщиков, которые везли для жителей Приленья продовольствие, денежные средства и почту. В затерянную среди северных сопок, отрезанную тайгой от большой земли Витимскую волость Иркутской губернии, спешили ямщики. По непроходимым сугробам, сквозь метели пургу зимой, на карбасах по Великой Матушке реке Лени в период летней навигации именно вдоль Лены пролег Иркутско-Якутский тракт, который был учрежден для второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга в 1738 году. Он вручил карту реки Лены Захару Баишеву, якутскому служилому человеку. А в 1743 году Захар Баишев учредил на нем 28 станков. Протяженность Иркутско-Якутского тракта 2895 верст. На территорию Ленского района пришлось 8 станков. Хабалдинская и Чихаянская станции неудобно располагались на крутых берегах, поэтому ямщики останавливались между ними. На тогда еще безымянной речушке, где по легенде проживал объякутившийся тунгус Мухтуй. В документах же станция Мухтуя появилась в 1773 году. Движение по тракту с октября по апрель проходило на лошадях. В основном запрягали в сани по 2 лошади или по 3. Конечно же, вниз по реке было легко довольно-таки спускаться по течению, но очень тяжело было пауски поднимать вверх по реке. Запрягали лошадей, а очень часто еще ямщики перевозили людей, но другого транспорта не было. В 1863 году с открытием золотых приисков на реке Бодайбо для ямщиков нашего теперешнего района, в то время Витимская волость была, очень хороший заработок появился. Перевозили также людей, груз, начали земледелие развивать. Обслуживать вот этот участок тракта выпало на долю вилюйских якутов. Ну, конечно же, якуты – это охотники и рыбаки. Они пропадали на реке, в лесу, и тогда было решено заселять постепенно станки русскими крестьянами. Крестьяне в основном были ссыльные. Считается по преданию, что у нас в Мухтуе появилось 5 русских семей. Это Татарченковы, Кирилловы, Серкины, Сидоровы и Рыбкины. Конечно же, они появились не одновременно здесь, а постепенно, с периода конца XVIII века и начала XIX века. С приездом ссыльных из центральных городов Российской империи в Мухтуе появились русские избы с деревянными полами и, конечно, символ древних славян – русская печь, которую использовали не только для приготовления пищи, а также для сна, для лечения простудных заболеваний, для проветривания помещения и, конечно же, самовар. Традицию варить чай в самоваре переняли и якуты. А ну-ка, Александра, бери горшочек из печи, да пойдем чаевничать. В Ленском районе остался единственный ямщик, занимающийся извозом в прошлом веке, жительница Нюи Галина Васильевна Добрынина. Еще один бывший ямщик Владилен Иннокентьевич Кочкин проживает в Волгограде. Очень интересно читать их воспоминания. Сжимается сердце, потому что в основном им было по 14 лет в то время, вот этим нашим ямщикам, которые до сих пор живы. Конечно же, они рассказывают, что тяжелое время, военное, послевоенное время, вплоть до того, что одежда была очень худая. В наши морозные зимы даха собачья вышарканная вся, да, лосиные торбаса тоже все уже изношенные, замерзали, голодно было, но приходилось работать. И по воспоминаниям наших ямщиков, они все любили лошадей, и поэтому их и ставили ямщиками. С 14 лет начинали заниматься дети вот этой ямщицкой работой, промыслом. О нелегких ямщицких буднях вспоминали и старожилы мухтуйцы, передавая рассказы о тяготах жизни прошлых столетий своим детям, внукам и правнукам. Потомок самых старейших мухтуйских фамилий Валерьян Рыбкин бережно хранит историю своего рода, ведь это главное наследие для будущего поколения. Наша фамилия Рыбкиных тесно переплетается с фамилией Кирилловых и Шабановых. Дедушка мой Кирилл, который здесь жил, в этом доме, он был женат на Шабановой,
Афанасии Константиновне. Вся родословная у нас это считается здесь, что значит, ну, пришли сюда где-то более 200 лет назад, занимались в основном извозом, конечно. Была установлена очередь, кто должен вести почту, потому что это назывался процесс гоньба. И вот если приходила очередь, значит, а все имели лошадей. И если подходила очередь, значит, они садились в сани и ехали в эту сторону до Терешкина, в коньки, и в эту сторону до Мурьи. Мы сейчас находимся возле останков, да, одного из старейших домов, где тоже родственники ваши жили, да? Да, конечно, родственники. Это дом Рыбкиных тоже. Он построенный был моим дедушкой, который приехал сюда с Иркутска и был, значит, представителем Иркутского торгового дома. Здесь он занимался торговлей, здесь он обрел семью, здесь, значит, у него проходила вся его молодость, здесь он женился на моей бабушке. У них было 3 сына. И вот на этом месте как раз он, значит, построил дом, пятистенник. С одной стороны жил, значит, сын старший, а с этой стороны, значит, жил, значит, средний сын. Там был Валентин, здесь Валерьян, а Гаврил жил там. А Гаврил – это мой отец. Поэтому, значит, а дедушка, кроме вот этого дома, вот там вот, ну, метров 50 или 60, построил двухэтажный дом. Вот, и в нем жили ссыльные. Кто? Андрожеевские вот были, вот эти вот ссыльные все. Вот в этом окне длинная комната была, куда я приходил спать иногда под саненком. Поэтому, значит, вот это место у нас тоже считается нашим родословным. Неудивительно, что первую часовню в Мухтуе построил предок Валерьяна Рыбкина Лука Рыбкин. Первая часовня появилась в XVIII веке, год точно неизвестен. Тоже до сих пор пока еще документ, который точно говорили, когда это было, мы не знаем. В любом месте, где появлялось зимовье, или строился острог, появился, как у нас писал известный историк, там, где появилась земля, там ставили крест, там, где ставили острог, там обязательно ставили церковь или монастырь. Маленькая часовня на въезде в город – это подарок одного из предпринимателей, меценатов Ленска Александра Серегина своим согражданам. Для ленчан это стало излюбленное место. Сюда они могут приехать в праздник, поставить свечку. Особенно привлекательна часовня для молодоженов. Они приезжают сделать фотографии и закрепить свои семейные узы с замком на дереве любви. Как и повелось издревле на Руси, многие храмы, богомольные монастыри появились благодаря меценатам. Если первую часовню построил Лука Рыбкин, то первую церковь – его потомки. Она находилась на главной улице, тогда ее называли Большая, ныне Горького. Там была очень интересная история со строительством церкви. Решили построить церковь в честь Федора Стратилата, известного такого вот святого, очень любимого в свое время на Руси. И осветили место, поставили поклонный крест. И во время наводнения 1848 года вот это вот основание было размыто, часть там, то, что начали строить, было унесено, а крест остался на месте. И поэтому место стройки немножко перенесли на то место, где был крест, и построили новый храм в честь уже Николая Чудотворца. Яна, расскажите, мы сейчас с вами находимся на одном из самых исторических мест в Мухтуе. Здесь когда-то была церковь. В каком году она была построена по историческим сведениям? Ну, по историческим сведениям есть 2 даты, 1863 и 1862. Все-таки считают именно 1862, потому что по отчетам метрических книг отчет они начинали именно с этого года. А затем в 1928 году церковь была закрыта. В 30-х годах она была передана под клуб.
Передавали ее, потому что здание пустовало, и, конечно, оно было очень большим. По некоторым данным, что вспоминают сами старожилы, церковь была внутри очень красиво украшена, там были прекрасные царские врата. И когда отдали под клуб, то, конечно, все это убрали. Это было самое центральное место поселка, ныне перекресток улицы Горького и Пионерской. Все основные здания находились на улице Горького, в прошлом Большой. На этой улице у нас располагались и первая типография, также было первое отделение милиции, райсовет, то есть... В принципе, тут практически все основные здания. Магазины первые были также открыты здесь. Книжный магазин, первая библиотека. Детский сад первый появился на улице Пионерская. Ныне, да, назывался он «Ручеек». Изначально это была школа, и позже открылся детский сад «Ручеек». Работал он в основном только в летнее время, когда школьники не ходили в школу. По некоторым данным, в последнее время, да, вот мы сейчас тоже хотим выяснить это более подробно, вспоминать, там, поговорить со старожилами, потому что одни утверждают, что пожарная часть у нас находилась, да, на месте пекарни, а другие говорят, что она находилась напротив клуба. Один из таких важных, наверное, праздников советских, да, первомайская демонстрация тоже проходила по улице Большой в то время. Да, это была центральная улица, и начиналась она именно с базарной площади, да, то есть здесь собирались коллективы, трудящиеся, и митинг начинался именно отсюда. Также в начале истории, да, самой Мухты все ярмарки проходили именно на этой площади, ее еще называли Базарная площадь, здесь стояли ларьки, торговые лавки, приезжали различные купцы и продавали здесь свои товары. Мухтуя всегда притягивала людей с непростой интересной судьбой, жизненные перипетии которых могут стать запросто сюжетом для романа. Среди настоятелей нашего храма были замечательные люди. У нас, представляете, в течение короткого периода в 19 веке было два историка. В конце 19 века, в начале 20 века было два историка настоятелями нашего храма. Настоятелем нашего храма был такой известный священник Михаил Мацуев. Это родной прадедушка знаменитого музыканта Дениса Мацуева. Это был его первый приход, он после семинарии начинал свою священническую деятельность как раз с Мухтуи. Один из раритетных экспонатов Мухтуйского храма ныне хранится в Ленском историко-краеведческом музее. Это печать Николаевской церкви начала XX века. Именно ей заверялись все метрические книги и церковные документы. Сегодня на колокольне храма святителя Иннокентия Московского хранится единственное наследие, доставшееся нам от Мухтуйского храма Николая Чудотворца. Этот колокол, в планах его установить как памятник в церковном дворе. А сейчас нам Сергей расскажет немного об истории колоколов. История колоколов берет свое начало 4-5 век, связана с именем святителя Павлина Милостливого. Он считается покровителем звонарей. У него всегда возникал вопрос, как созывать верующих на звон. И однажды во сне ему приснились ангелы, которые раскачивали цветы колокольчики. И из них была мелодия звона. Проснувшись, он велел отлить колокола. Но на Руси колокола не сразу прижились. Это была западная традиция. Первое упоминание о колоколах на Руси – это 1064 год. Храм великомученицы Ирины. Киевская Русь. И дальше пошла манера звона отлития. Чем отличается наша русская манера колокольного звона от католической? Если мы управляем звонари колоколами языков рукой, и даже клавиши используем, то у католиков колокол вращается и язык ударяется от стенки. Наша манера управления звона дает мелодии делать свой перелив и характер. По старинной традиции в Пасху любой желающий может позвонить в колокол и возвестить о воскрешении Христа. Изначально вся территория Ленского района была приписной к Витимской церкви. Затем появился сельский приход после возведения Мухтуйской церкви, и уже к ней приписывали другие храмы, в которых не было священников. Это Коньки, Терешкина, Хамра, Нюя. Позже Нюйский храм был выделен в отдельный приход. Церковь Вартан-Харе, не в самой местности, на Орлах, там среди усадеб
местных крестьян, земледельцев, скотоводов. Они построили храм в честь Михаила Архангела, он до сих пор сохранился. Вот, другой храм, тоже в якутском селении, был в Талоне. Он тоже до сих пор сохранился, то есть здание от него. До революции духовенство выполняло ту функцию в государстве, которую сейчас у нас выполняет ЗАГС, то есть они регистрировали рождение детей, смерть регистрировали. Крестили детей, венчали молодоженов. Именно церковь была исполнителем семейного законодательства. В метрических книгах в каждом православном приходе велись записи о рождении, смерти, бракосочетании. Революция 1917 года внесла коррективы, и в эту сферу преемником церкви стала служба записи актов гражданского состояния. Еще до недавних пор в Ленском архиве хранились книги записи актов столетней давности. Но в недавнем времени они были отправлены в Нацархив, а до наших дней дожили только книги записи актов, датированные 26-27 годами прошлого столетия. Нам стало интересно, кто родился 27 апреля в этих годах. Но, к сожалению, такой записи нет. Есть только 29 апреля. Серкин Валентин родился в Мухтуе. Серкины – это одна из старейших фамилий Мухтуи. Еще интересный факт наблюдается в самой записи актов. Некоторые из них делались на латыни вплоть до 30-х годов. Интересен и тот факт, что история первой записи акта в Ленском районе, составленная о сочетавшихся браком, датируется 30 апреля 1862 годом. Она сделана священником Василием Успенским в метрической книге Мухтуйской Николаевской церкви Киринского уезда Иркутской епархии. Получается, что храм для жителей Российской империи был не только местом проведения религиозных ритуалов, а социально значимой структурой в жизни общества. Была такая очень интересная книга «Исповедальная БСК», где записывались в селении все люди, которые ходили на исповедь. То есть вся семья от отца до детей 7-летнего возраста. То есть младше 7-летнего возраста они не ходили на исповедь, их не записывали. Но почти вся семья была записана. Это здорово же потому. Вот, допустим, если поднимать такие дореволюционные книги, вот эти исповедальные БСК, читать их, можно очень интересно про свою семью сведений найти. Так, изучив метрики, можно собрать данные своего рода словного древа, а история каждой отдельной семьи в России испокон веков плотно переплеталась с историей государства.